Памятник Жириновскому. И не один, а целых два установят в республике Саха. Один будет установлен в Якутске, а второй будет установлен в Нерюнгри. Гудошник на это, в общем, согласился. Якутске запретили его ставить в центре города и вынесли куда-то на окраину. Ну, посмотрим, где он будет. Я совершенно не против памятника, слушайте. Замечательная идея. У нас же есть памятники людоеду Сталину. И не один, и не, даже не два, и даже не три. Их там больше 10 штук по всей республике стоит. Ну так и Жириновскому тоже нужно поставить памятник. Почему бы и нет? Пусть этот памятник станет символом его бессмертного духа, памятником человеку эпохи, вечная память и слава великому политику, патриоту, человеку-легенде Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Памятник имперцу. Никакого обязательного изучения местных языков. У нас государственный язык русский, есть, могут быть, другие государственные языки, но гражданин России не обязан изучать 2-3 государственных языка. И страшному хаму. Урал, там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. Пусть олицетворение современной России в лице Жириновского. Замечательно. Помните, как он имперец? Почему? Потому что он предлагал, помните, все республики бывшие союзные, которые сейчас являются новыми государствами, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, объединить, значит, забрать обратно в состав Российской Федерации и объединить это все вот в какой-то там азиатский федеральный округ. В среднеазиатский, по-моему, федеральный округ. Он так говорил. Замечательно же. Никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Мой родной город. Вы придумали? У нас будет Душанбинская губерния, Бишкекская губерния, Ташкентская, Ашхабадская, Чимкентская. И никаких республик, никаких президентов. Россия – это империя, имперское государство. И памятник имперцу обязан быть на территории России. Жириновский был страшным хамом. У него не было вообще никаких авторитетов. Ни мужчин, ни слабого, ни сильного пола. Страшными словами оскорблял женщин. Дрался в прямом эфире со всеми. Причем вел себя по-хамски. Памятник хаму. Олицетворение всей России. Пусть стоит в каждом наследии такой памятник. И еще я посмотрела, в каком, значит, макет этого памятника Жириновский там сидит, значит, на скамеечке. А зачем? Это же скучно, да? Человек на скамейке, это скучно. Лицо России должно, олицетворение вот такое России, оно должно быть показано во всей его красе. Я предлагаю сделать памятник Жириновский в бане с мальчиками. Вот это будет прямо вот самый, что ни на есть, правдивый памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому.